Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В стенах Северо-Восточного федерального университета открывается Центр физического воспитания и развития студенческого спорта. Чем будет заниматься Центр, какую пользу он принесет педагогам и студентам, расскажет наш гость Николай Гоголев, директор Института физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета. Николай Ефимович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с основного. Как вообще пришла идея открыть Центр физического воспитания и развития спорта в нашем университете? Спасибо за вопрос. Северо-Восточный федеральный университет на северо-востоке России является одним из ведущих вузов и самым главным оператором по подготовке специалистов по разным отраслям. И во главе нашего лидера Анатолия Николаевича, нашего ректора университета, поставлены серьезные задачи именно по науке, по экономике и, в частности, по физической культуре достичь определенные успехи. И эти успехи основываются на серьезных вызовах президента нашей страны, Российской Федерации, Владимиром Путиным. И мы, как все знаем, что в майском указе были серьезные вызовы и поручения именно по разработке разных стратегий по всем направлениям. И здесь, в частности, физическая культура и спорт не остается. Поэтому экспертами Государственной Думы Российской Федерации по вопросам физического воспитания и здоровья и другими членами, экспертами, специалистами физической культуры и спорта была разработана стратегия физической культуры и спорта до 2030 года. И здесь наше Министерство физической культуры и спорта тоже свои предложения внес. И, конечно же, наш университет не остается. И тоже предложения были разного характера по созданию условий студенческого спорта. И была разработана данная стратегия. И на основании этой стратегии была разработана межотраслевая программа. Межотраслевая программа развития студенческого спорта до 2024 года. Утвержденная 3 министрами. Это министр науки и высшего образования Российской Федерации, министр просвещения Российской Федерации и министр спорта Российской Федерации. Это первый приказ, который подписали 3 министра, где все вузы должны работать именно над развитием студенческого спорта в своих вузах. Поэтому там поставлены серьезные критерии, индикаторы, которые все вузы должны исполнить, и на благо развития и выполнения поручений президента мы должны работать, стремиться. И опираясь на этих нормах, эти нормы они разрабатываются на основании какого-то законодательных проектов, статей. И здесь закон о физической культуре и спорта с изменением прошлого года поставил серьезные такие статьи. И здесь мы в полном объеме работаем. И нашим ректором Анатолием Николаевичем, нашим лидером настоящим, мы с уважением наш коллектив, наша команда института физической культуры и спорта работаем над выполнением этими задачами. И мы с 10 сентября уже создается приказом нашего ректора Центр физического воспитания и развития студенческого спорта Северо-Восточного федерального университета. Но ваши слова лишний раз подтверждают то, что работа началась, и более того, некоторые этапы были уже выполнены. Можно ли несколько слов об этом? Так, этапы подготовки у нас были разработаны после назначения должности директора Института физической культуры и спорта. И это с 2019 года началось, октября месяца, и мы создали новую команду и новыми идеями. Здесь не один человек думает, здесь мысленно все задачами нашего университета и разными нормативными документами, идеями мы приходим в одно мнение. Ранее мы хотели создать Центр спортивной подготовки, пытались создать, но некоторых нормах мы не соответствовали. И здесь единым мнением, как федеральный университет, мы можем, как федеральный университет, обязаны были создать Центр физического воспитания и развития студенческого спорта. И была в прошлом году, с 2019 года и в 2020 году меня как назначили приказом, и была подготовлена серьезный план подготовки именно создания единого пространства именно для студентов
чтобы студенты были подготовлены к будущей профессии. Да? Это не только просто достигать определенный результат. Конечно же, здесь приветствуется оздоровление наших студентов. Наши студенты – личности. Мы готовим личность, они должны быть известными как своих по разным отраслям, вот математика. И мы, в частности, вот, с Института математики и информатики будем создавать серьезную вот такое направление киберспорт. Да? И в этом направлении мы уже работаем. Поэтому вот вся эта система физической культуры и спорта нашего университета уже с прошлого года, с 2019 года, точнее, начинает свою работу. Ну а в целом, какие цели ставит перед собой вот это новое спортивное подразделение университета? Так, цели очень серьезные, вызовы очень серьезные, задачи поставлены очень такие глобальные, потому что это не только один человек, то, что я говорил, не только один человек выполняет эти задачи, это работа всей команды нашего университета. Есть управление студенческим развитием, есть наш курирующий проектор Ильин Александр Александрович, очень уважаем его. И, конечно же, по экономике Павел Герасим Николаевич, очень известный человек и уважаемый в нашем университете. И наша структура создана именно таким образом, чтобы все централизовать, весь деятельность физической культуры и спорта в одно целое. Этот центр создается специально, чтобы все было продвинуто на развитие студента, какого-то воспитания студента. И здесь есть у нас отделы, есть студенческий спортивный клуб, который уже выдвинул себя на Ассоциацию студенческих спортивных клубов России, Бычковой Евгении. И там уже заявлены. Есть отдел массового спорта и международных отношений, начальники есть, и специалисты есть. Есть отдел интеллектуальных видов спорта, тоже есть начальники, есть специалисты. И этой командой. И, конечно же, здесь присутствуют все наши кафедры, которые выполняют эти ребята во главе руководителя центра Черкашина Александра Викторовича, члены Общественного совета Российской Федерации, Министерства спорта будут продвигать центр на благо развития университета, чтобы наш университет был известен по всему миру, именно воспитание серьезных специалистов, крепких, да, здоровых, ну и, конечно же, с достижением определенных спортивных результатов. Самое главное, здесь люди должны понимать суть физической культуры и спорта. Физическая культура, она у нас существует давно, она является государственной дисциплиной. Государственная дисциплина, не забудьте. Это отражено в разных федеральных законах, она отражается со времен ленизма. Да? Ранее у нас, когда Романовых, там, Николай II, ранее физическая культура называлась гимнастикой, да? Потом она переименована на физическую культуру. Это вот история, потом уже имеет серьезную историю в развитии разных стран, то есть и в развитии городов, да, и в частности Якутии. Тогда давайте поговорим и о разных странах. Кто будет привлечен к работе со студентами в таком центре? Самое главное, нас интересует, будут ли там иностранные специалисты и эксперты? Да, конечно, иностранные преподаватели у нас работают, они привлечены в деятельности развития физической культуры и спорта в нашем университете. Это по мини-футболу есть у нас иностранный преподаватель. Есть преподаватель иностранный из Сербии, Йовица Певлич, в баскетболе. Есть ведущие преподаватели и известные тренеры по всей республике и по всей России у нас работают. Поэтому думаю, что то, что мы сейчас запланировали, и через определенное время будут серьезные успехи. Поэтому здесь университетом поставлены серьезные задачи именно в этом направлении. Ну и этот центр непосредственно касается студентов. Надо им тоже уделить некоторое внимание. Какие перспективы откроются перед студентами после открытия? И что в целом даст вуз, и что он получит после открытия такого центра физической подготовки и спорта? Да, здесь правильный вопрос. Мы здесь очень долго думали.
какие именно по созданием нашего центра, какие компетенции могут получить студенты. Конечно же, первые компетенции – это подготовка здоровых и сильных ребят по разным отраслям, имея хорошую физическую подготовленность, физическое развитие и, конечно, умственное развитие, интеллектуальное, да, чтобы построить тактические подходы в своей деятельности. Вот, понимаете, вот слово «тактическое», потому что те ребята, которые занимаются в спорте, они всегда лидеры. Они всегда становятся главами муниципальных образований, сел и так далее. Да? Вот, конечно же, те ребята, которые занимались спортом, они сейчас в лидерах наших министерств, ведомствах. Поэтому здесь создаются очень серьезные компетенции, выдвигаются и отдаем ребятам, нашим студентам. Вот поэтому перспективы очень серьезные. Ну, то есть на хорошую сторону. Можем ли мы уже говорить о том, какие мероприятия запланированы в деятельности данного центра? Так, мероприятия у нас разрабатываются на основании мероприятий Российского студенческого спортивного союза, да, который утверждается Министерством спорта Российской Федерации. Их очень много, где представлены очень много видов спорта, именно опорных видов спорта Российской Федерации. У нас, например, в нашем вузе есть опорные виды спорта. Это вольная борьба, бокс, спортивные игры, волейбол, баскетбол, мини-футбол, шашки, пулевая стрельба и другие виды спорта. Есть неопорные виды спорта, которые сейчас развиваются. Сейчас у нас есть, выдвигаем и будем внедрять серьезными вот такими мыслями и идеями, и научными подходами вид спорта, как киберспорт. Потому что сейчас во всех университетах уже киберспорт внедряется, поэтому мы на данном виде спорта уже нацеленно будем выдвигать вот таких хороших специалистов и будем готовить спортсменов, конечно же, и ребята из разных факультетов института будут обучаться и тренироваться там. И, конечно же, здесь мы должны говорить о том, что туризм тоже развивается, спортивный туризм, да? Спортивный туризм у нас ранее, когда открывалась специализация и рекреация спортивно-оздоровительный туризм, мы всегда вот так рекламировали чисто водный спорт, водный туризм, там, так, пеший туризм. И сейчас уже с планами и так далее, и поддержкой нашего руководителя мы отремонтировали с командой Куприяна Евгения Николаевича серьезные вот такие объекты, КФН, и там все полностью в комплекте, волейбол, баскетбол, и, конечно же, построили второй единственный большой скалодром нашей республики вот, по скалолазанию. Если не секрет, в какой местности находится скалодром? Кулаковская, 48, корпус филологии естественных наук. Большой зал КФН. Благодарю вас, Николай Ефимович, за то, что были сегодня нашим гостем. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и оставайтесь с нами. До встречи.